Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Цивунина Анастасия Юрьевна. Я работаю в Сыктывкарском политехническом техникуме педагогом-психологом. Сегодня на нашем вебинаре, посвященному профилактике отклоняющегося поведения у обучающихся, в том числе и у детей из детских домов и интернатов в условиях среднего профессионального образования, мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Первое – это система профилактических мероприятий отклоняющегося поведения у обучающихся Сыктывкарского политехнического техникума. И второй вопрос – это практические рекомендации по коррекции отклоняющегося поведения у обучающихся, в том числе и у ребят из детских домов и интернатов в условиях среднего профессионального образования. Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается целенаправленная социально-педагогическая деятельность семьи и образовательных заведений, государственных и общественных учреждений и организаций, направленные на предупредительное устранение риска возникновения отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством формирования у них правовых знаний, социально полезных навыков и интересов. Для формирования законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди обучающихся и реабилитации подростков с девиантным и деликвентным поведением в Сыктывкарском политехническом техникуме разработана программа воспитания и ведется следующая работа. Это оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии, или поведение и проблемы в обучении. Следующее – это выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими среднего профессионального образования. Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, кружков, клубов, волонтерское движение и вовлечение несовершеннолетних к участию в них. Широкое вовлечение студентов в спортивные секции, кружки, кружковую работу – это одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы подростка, активному, полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. В техникуме работает 8 спортивных секций, а также работа 28 кружков. Волонтерское движение «Добрые сердца», военно-патриотический клуб «Бойцы», который в течение 3 лет продолжает вести поисковые работы на местах боевых действий, сражений. В поисковые работы подключены несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ОПДН. В кружковую деятельность вовлечены 300 человек, а 70 человек являются волонтерами в техникуме. Следующая работа, которая проводится, это осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на законопослушное поведение. А именно, в Сыктывкарском политехническом техникуме работают следующие программы, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Это профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся. Это комплексная программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Мой выбор. С подростками, замеченными в употреблении спиртосодержащих веществ, проводятся профилактические беседы о вреде алкоголя, об административной ответственности за употребление алкоголя. Производятся встречи с инспектором ОПДН, со специалистами подросткового наркологического отделения, и далее рассматриваются данные несовершеннолетние с законными представителями на заседаниях Совета профилактики. На каждого студента, состоящего на профилактическом учете в ОПДН, разрабатывается программа индивидуальной профилактической работы, в которой отражена планируемая работа воспитательной службы, индивидуально-профилактические мероприятия. В реализации данной программы принимает участие не только воспитательная служба, то есть педагог-психолог, социальный педагог, руководитель группы, руководитель физического воспитания, заместитель директора, но и межведомственные службы. Это управление МВД города Сыктывкара, это наркологический диспансер, инспектор УПДН и другие.
Систематически проводятся профилактические беседы в техникуме и в общежитиях техникума, профилактические беседы по предупреждению административных правонарушений и уголовных преступлений инспектором ОПДН. Студентам рассказываются основания для постановки несовершеннолетних на профилактический учет в ОПДН, возраст, с которого наступает ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных действий. Кроме того, инспектор УПДН поднимает темы вреда потребления табачных и курительных смесей, алкогольных напитков и наркотических средств. Также проводятся профилактические лекции со студентами, направленные на профилактику экстремизма и предупреждение крайне радикальных проявлений в поведении подростков. Студентам доводят информацию о возможных фактах распространения экстремистской идеологии, о противоправности некоторых действий в сети интернет, о необходимости сохранения мира и согласия в обществе. Подростков предупреждают об ответственности за возможные необдуманные поступки, сообщили алгоритм действий при возникновении опасных ситуаций. Также на беседу приглашаются студенты, состоящие на учете. Для них проводится профилактика по предупреждению административных правонарушений и уголовных преступлений. Систематически проводятся встречи со специалистами Республиканского наркологического диспансера города Сыктывкара с профилактической беседой со студентами, направленными на предупреждение употребления наркотических средств, употребления алкогольной продукции, а также о преступной деятельности, связанной с оборотом и сбытом наркотиков. Со студентами, замеченными в употреблении алкогольной продукции, проводятся индивидуальные беседы с наркологом. С несовершеннолетними студентами проводится профилактическая работа, направленная на любовь к родине, духовно-нравственное воспитание и развитие патриотизма. Проводятся встречи со специалистами Государственной инспекции по маломерным судам, где ребятам рассказывается о том, как следует вести себя, находясь рядом со льдом, чего категорически нельзя делать и каким образом можно спасти себя и друга в случае, если неприятность случилась. Специалистам МЧС были проведены беседы, направленные на профилактику и предупреждение пожаров в учебных заведениях, жилых и торговых помещениях, а также на улице и лесу. Руководителями группы проводятся классные часы по ознакомлению с правилами внутреннего распорядка обучающихся техникума, с требованиями закона Республики Коми номер 148 РЗ от 23 декабря 2008 года о некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение совершения преступлений и правонарушений. К индивидуальной профилактической работе с подростками подключены педагог-психолог, социальный педагог, руководитель физического воспитания, руководитель группы, воспитатели общежитий, заместитель директора по воспитательной работе. Проводятся мероприятия, приуроченные к различным значимым датам. После получения информации о допущении нарушения закона номер 148 РЗ студенты приглашаются на совет профилактики. На совете профилактики выслушивается объяснение студента, объяснение законного представителя и выносится решение комиссии совета профилактики. Также студенты, нарушающие закон 148, приглашаются на беседы с инспектором ОПДН по устранению причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних и недопущения совершения преступлений. Со всеми ребятами, со всеми подростками ведется работа по организации занятости во внеурочное время. Проводятся инструктажи с несовершеннолетними о недопустимости и ответственности за курение в общественных местах, распитие алкогольной продукции,
и употребление психоактивных веществ, наркотиков, а также недопустимость нахождения несовершеннолетних лиц в период с 22 часов до 6 утра в общественных местах без законных представителей и родителей. Таким образом, в техникуме проводится огромная работа по профилактике отклоняющегося поведения у подростков. В этой работе участвует практически весь педагогический коллектив Сыктывкарского политехнического техникума. И второй вопрос у нас – это рекомендация по коррекции отклоняющегося поведения у обучающихся, в том числе и у ребят из детских домов и интернатов. Первое – это создание благоприятных условий для развития и саморазвития подростков. Что это значит? Это внеурочная деятельность, организация внеурочной деятельности, вовлеченность в кружки, в секции, участие в конкурсах, в участие в организации праздников в вашем образовательном учреждении. Второе – это способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. То есть через вовлечение в волонтерскую деятельность, через вовлечение, через участие в конкурсах. Следующее – это обеспечение студентов социально-педагогической поддержкой, содействие подросткам из групп социального риска в их самореализации. Этот вопрос, эта тема, то есть о том, чтобы педагоги, классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи обращали внимание на ребят, на их прогулы, в чем причина прогулов. Возможно, ребенок нуждается в какой-то поддержке, может быть, в его жизни что-то происходит, и на это стоит обратить внимание. Обращаем особое внимание на ребят, которые проживают в детских домах, либо они из интернатов. Они находятся в определенной группе риска. Они под особым наблюдением должны быть. Следующее – это вовлечение родителей или законных представителей, педагогов и специалистов детских домов и интернатов и ребят в различные виды деятельности, исключающие какие-либо правонарушения или преступления со стороны студентов. То есть этот вопрос включает в себя то, что проводятся классные часы. Возможно, ребята самостоятельно готовят темы для классных часов, самостоятельно проводят эти классные часы в своих группах, в своих классах. Следующее – это у нас социально-педагогическая диагностика контингента техникума. То есть обращаем ваше внимание, что эта диагностика необходима в первую очередь для того, чтобы выявить отклонения в поведении у подростков, какие есть отклонения, возможно, для профилактики выявления отклоняющегося поведения и далее уже проводить какие-то коррекционные занятия. Спасибо.